друзья! Сегодня очередной клиент. Полное ТО, ВВБ проверочка. Ну и ЕГР почистим. В общем, встречаем. Вашему вниманию. Оба! Оба, ног. Гибридный, черный. Наполированный, набритый. Он такой красавец. Баклажан цвет. Сейчас глянем. Салон тоже прикольненький. Быстренько заснимем, будем снимать батареечку. Так, интересный Ной, точнее. Смотрите, какой салон, ребят. Я вот это вот тоже вот элемент какой-то домашнего такого, понимаете? Светленького, светлый салон. Пластик тоже светлый. Вот хромированные ручки, про что я говорил. Так, одна дверь. Датчиков нет. Руль кожаный. Android магнитолка стоит уже. Сам ставил, да? Было. А, было уже. Бэушку взял, получается. Ага, здесь вот тоже тряпкой сделано. Здесь тряпка, здесь белая. Чехольчики тоже в цвет, да? А вот, смотрите, фирма какая. Airbag, блин. Ё-моё. Так, что еще? Вторая печка есть? А, вот еще прикольно. Как бы козырек отмечен вот этой вот палочкой. Ну и сюда идет белая. Круиз. Ну вот у них вот почему вот салоны вот бывают вот такие прикольненькие. Прям другое чуть-чуть уже, чуть-чуть вставочки сделали белые. Уже ощущение другое. Ощущение объема получается. Потолок белый. Так, теперь что посмотрим? Одна дверь, одна такая. Одна такая. Ну все, будем приступать. Ну и две печки. У гибридов, как правило, везде две печки. Ну-ка, подогревы есть? Подогрева нету. Ну все, приступаем потихонечку. А, хозяин говорит, подогревы есть. Что-то я не заметил. Ну-ка. Ага, есть подогревы. Ну и вот это белое тоже прикольно, оказывается. Белый пластик вот здесь объем добавляет. Зато грязь видно. Но в принципе, сейчас все химия есть же. Это тысячники, там, двухтысячники, легко. Хороший цвет, прикольный. Баклажан называется. Лада Седан. Баклажан. Так, сейчас еще колеса смотрю. Смотрите, какие колеса мощные. Красиво смотрятся. Так, сейчас включил свету. Goodyear. Какого года? 19-го года резина. Так, Ice Navy 7. 205 на 60 на 16. Ну, четко смотрится. Че, смотрится четко. Видно, что проставки стоят еще. Так, спереди у нас. Чем отличается он от Ноха, точнее от Воксика, чем отличаются фары другие. Большой блок фар, нету вот разделения вот такого, как на Нохе. Какие-то вот такие штучки. Ну, маленькими и так горит. Не полосочкой горит, а маленькими лампочками. Вот, эмблема Нох. Ной. Такая вот громоздкая эмблема. Чуть-чуть хрома есть. Вот, раз, два, три. Все-таки хром есть. Вот чуть-чуть от мороза. Видимо, в зиме уже был здесь у нас, в Якутии. Окантовка хромом тоже сделана. Пластик. Это пластик. Уже давно стекла не видел я. На старых сыромяжных машинах. Такая вот рамочка мощная. Так. Ну все, в принципе. Дверь. Электродверь одна. Электродверь одна. Угу. Еще бывает задние, когда А, вот, кстати, еще зад как отличается. Большая такая планка хромированная. У Воксика вот так продолжается сюда, на крышку. Вот сюда на крышку уходит у Воксика. А здесь такая большими буквами написано «Но». Угу. Так. Чуть-чуть неудобно из-за рамки открывать. Так, посмотрим здесь.
Но все равно хорошая комплектация. Вот, допустим, когда раздвоенная полочка, это уже хорошая комплектация. Так, смотрим. Чуть-чуть сеточка грязненькая. Совсем по тихой грусти грязная. Угу. Чуть-чуть сеточка грязная. Мы ее продуем. Здесь вот небольшое загрязнение есть в районе шкуры. Ну, ничего страшного. Вентилятор маленечко грязный. Это нормально. Сколько пробег? 140. Ну, посмотрим, соответствует, нет? Да, и у гибридов еще, как правило, быстрая зарядка, беспроводная зарядка есть. Вот, пожалуйста, ее Made in Japan. Japan. Серия, номер, все дела. Но она, в принципе, бесполезная. Так-то ее, по идее, перевернуть надо, тогда только полезная будет. Но тут выпиливать надо, как я понял. Ладно, не к нему сейчас вопросы. Так, косвенный признак, почему лазили. Потому что вот за место, вот эта штучка должна стоять вон там внизу. Вот видите, для нее отверстие. Так что посмотрим. Вот эта штучка должна быть вот такая. А, блин, нифига. За место клепок вот эти все понаставили. Понимаешь, что такие клепочки черные должны быть. И за место клепочек вот такие клепочки. А, здесь вообще даже клепки нет. Видимо, не хватило. Видите? Клепки не хватило. Здесь должна быть черненькая клипсочка такая. Вот в этом отверстии. Ну ладно, что, посмотрим, что нас ждет. Вот это всегда интересно. Ну, пока ездит хозяин без этих, без чеков. Глянем. Все, батареечку вынул. Сейчас проверим. Аркадия Паровозова. Ага. Как правило, он оттуда. Сейчас я подниму, вытащу. Подопытный. Сеточка. Аркадий Паровозов. А, внутри грязно. Прям такое, что... Короче, зубная фея нужна. Щетка нужна. Так. О, М4 стоит. 17-й год машина? Какого? 14-й. 14-й. Лениная батарейка. М4. Чисто. Батарея чистая. Значит, у тебя контракт. В общем, глянем бумаги. Какие-то имеются бумаги. Интересно же, что это такое. Так, первый цилиндр. Пропуски были почему-то.
Мосфая. Пропуск был первого цилиндра. Вот, кто не знает, мисс это пропуск, типа не попал, мисс. А фая это огонь, не попал огонь. В первом цилиндре когда-то. Ладно, что еще тут они отметили? А, опа, это. О, глянем. Так, это где делали? Обслуживание. ДВС 6500 плюс 1850. Видите как? Это где такое делают? Где-то во Владике делали. В общем, 14.52 минус 14.35. Где-то 17, короче. Так, смотрим блоки. Сборочка, по-моему, какая-то. Потому что 52 посередине, видите, 52, 52 посередине. Здесь какие-то 47, 45, 43. Контактики 17, 18. Это было летом, да? В августе. Вот, пропуски зажигания отметили. Еще что отметили? Ну, они же его продублировали. Угу. Так, а вот еще что-то они отметили. Так. Firebox value 3.35. Угу. 16. Что-то тут подкрутили вот эти вот всякие. Итак. Шорт, лонг. Ладно. Собирай, пожалуйста. В общем, нужно обслуживание двигателя. Заодно все обслужим, все посмотрим. Ну, смотрим, дорогие мои друзья. 17-го года батарея. Вот что-то начинается. Так. Смотрим дальше, 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 дальше. Ну, контакты четкие на самом деле. Да, с этой стороны контакты четкие. С той стороны. О, бля. С этой стороны у нас тоже четко, 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 четко. Ну, вот какое-то начинается. Четко, 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 четко. Ну, вот что-то начинается. Но ради этого, ну и он начался. Силы тьмы маленечко начинает. В общем, по каким причинам заменен блок, я не знаю. Сейчас мы ее проверим. Может, это будет чемпион очередной. Поэтому подсоединяем прибор. Сейчас заодно проверим по... так, надо убирать подсветку. Смотрим. Без подсветки номера 14У. 13. А, вот отсюда начинается. Что? 53, значит 54 внизу должен быть. Да, 54 внизу должен быть, 55. 55. 56. 49. Оба, уже 3 тут сверху было, да? Раз, два, три, 4. Теперь 49. Раз. 52. 3. 52. 50. А вот 45. Блин, что-то туса какая-то была, ребят. 46. 47. 48. 41. Блин, опять разнобой. 42. 43. 44. 19, блядь. 20. 20. А, вот 39 сразу после 20 пошел. 39, 40. 11. 12. 17. Короче, разнобой. Приборку подключим, посмотрим, что из этого всего получится. Но сборочка уже на новых элементах, ребят. Видите, гладенькие какие. Всегда показываю, чем отличается. Вот не гладенький. Вот видите, какая впадина. И вот такие вот выпуклости есть. Вот даже можно сравнить. Вот. Ну, визуально видно же, да, отличие. Ладно. Это уже. Сейчас проверим. Приборчик подцепим. Посмотрим, сколько этапов пройдет. Что может, что не может. Так, батареечка у нас
16:50 было. Заряд на время проверки. Разбег 0,08. Первый этап пошел. Стандартная процедура. Вот. В принципе, в очередной раз показываю, как выявляется. Вот. Так, где тут доска почета? Блин, где остальные-то? Где остальные? Ё-моё, где остальные? А, во. Вот среди Ноха есть у нас. В Окси 17-го года приезжал. Чемпион новый, первое место. В общем, он таким же макаром он прошел 7 этапов спокойно. И на 8-м минутку продержался, почти 2 минуты. А вот минута 23 продержался. Посмотрим, на что это способен. Первый этап, как правило, идет 3 минуты, 3:20. Время пошло. Вот такие дела. Итак, в общем, вердикт такой. Зарядка была, статика была 16 вольт, ну почти 17 вольт. Вот. 3 этапа спокойно прошел. На 4-м этапе прошел 373 метра. Ага. 373 метра. И по времени он 0,315. 0,315. Вот 373 метра прошел. Ну, почти 4-й этап закончил. Короче, 60% где-то есть. 60-70. Собрали из... Видимо, кто-то... Был заказ под батарею. 60-70% соберите. Но чтобы они свежие. Ну, свежий год был. Видимо. Но не столь важен, какой на самом деле год. То, что вот они вот плоские. Важен, сколько в них внутри было процентов изначально. В общем, 60-70%. Сейчас мы посмотрим. Разбег вообще маленький. 0,06. Кстати, разбег маленький. 0,06. Ничего делать не надо. Все так и будет ездить. В принципе, ну, наблюдаться каждые полгода, грубо говоря, ко мне. Мало ли, вдруг там кто-то начнет из них плоховничать. Пока что смотри, разбег, видишь? 0,06. Это вообще четко. 0,06. Не 0,15, не 0,20, а 0,06. Поэтому ничего делать не надо. Собираем как есть. Проверка закончена. Сейчас заряжаем. И все, пойдем на ЕГР. Вот как-то так, в принципе. Ну и после того, как все прошло, сейчас уберем паузу, посмотрим. Да, 0,07 стало, 0,05 даже, видите. Хорошая такая сборочка получилась. Но не прям крутая, там 90%, а 60-70 вот здесь, вот 60-70, потому что 4 этапа прошел почти. Это где-то вот 60-70%. Плюс-минус, потому что вольтаж-то почти везде одинаковый был. Там разница-то была 0,06 всего. Вот. Сейчас он набрал после проверки максимальный 14.48, да, и минимальный 14.41, да. Ну, вот он скачет. 14.41 минимальный, а максимальный 14.49. После проверки ПП, напишу так, ПП, после проверки максимальный 14.49 и минимальный, ну вот минимальный скачет тут что-то 14.43, короче 14.42, 0,07 разница. Вот такие дела. Батарейка, в принципе, говорю, 60-70%. Нормально. Вот. Каждый ну не полгода, конечно, летом. И летом ко мне на проверочку. Лето наступит, посмотрим, что да как. Ну и все, в принципе. Сейчас контакты менять не буду, потому что четкие контакты прям. У меня мои контакты так не выглядят четко, как эти. Ну вот, допустим, вот за одного вот этого контакта менять всю шину. В принципе, можно, конечно, но смысл. Ладно, все, заряжаем, собираем. Так, зарядку, ребята. Щелк должен был быть. Ага. Щелкнул, зарядим, пожалуй.
Угу. Короче, силу тока давать не больше 5 ампер. Ну, желательно. Можно и 20-ку влупить, но она расширится просто. Видите, у меня никаких нету вентиляторов и так далее и тому подобное. Потому что если прям жесткую нагрузку давать, зарядку, то ее надо охлаждать. Но при 5 вольт, при 5 амперах ее не обязательно. Хотя ее тоже распучит, если вы больше дадите, чем надо. Допустим, мы сейчас слили 400, 400, 400. Ну, 800 плюс 800, грубо говоря. 1600 мы слили. Но залью всего 400, потому что, в принципе, нормально. Она сама там закидает. Да и время поджимает, поэтому надо быстро все делать. Клиента отпускать. Ну, успокоился, в принципе, клиент. Теперь сам все видит. Согласись же. Сам увидел, сам посмотрел, сам понял, как прибор работает, зачем он делает. Ну, это, грубо говоря, подтягивание. На турник поставили там. Должен 8 раз подтянуться. Подтянулся только 4. Ну, что это такое? 50%? Двоечник, троечник. Короче, удовлетворительно. Как у нас говорят. Удовлетворительно. Чуть-чуть, да хорошо не дотягивает. Было бы ровно 5 или 4 ровно бы прошел бы, тогда бы было бы 4 реально. Четверочка хорошо. Вот бывает у меня приходит 1, 2, 3 этапа. Удовлетворительно. 3 этапа держится, значит покатается еще. В общем, еще у меня будет тоже мой проектный авто будет еще. Prius 30. Обязательно я его на обслуживание. Тоже надо будет батареечку проверить. Именно сколько он удовлетворительный. Там нет. Потому что у меня проектное есть авто. Вот, который я все никак не могу видео смонтировать, блин. Потому что там участвует в этом проектном авто один товарищ, который не должен там сейчас присутствовать в видео. Это мое же. Вот идея моя. Ну да ладно. Сейчас заряжаем, забираем, ставим на место. И будет второй этап ЕГР. Вот такое небольшое коротенькое видео будет. Ну, в принципе, то, что они поменяли, это уже хорошо. Значит, там была батарейка намного хуже. Не удовлетворительно, а было уже с ошибкой. Так что продавец карму свою подчистил, так скажем. Не обманул. Это хорошо. Все бы продавцы были такие. Ну ладно. Хорош болтать. В общем, еще такой момент я заметил. У каждого мастера свой почерк, видите? Кто-то маркером рисовал. Хоп-хоп. Черный маркер. Черный маркер. У кого-то штабелями они лежат. Вот так вот лежат, видимо, стопкой. Чтобы видно было. Не сбоку смотреть, а вот так, чтобы они лежали. У меня-то вот так стоят. Прямо стоят. Ну, вон они вон там на полке прямо стоят. А у кого-то штабелями. Сбоку. И чтобы ориентироваться, где какой, по цветам, видимо, они ориентируются. Допустим, 70% там красным, 60% черным. В принципе, как вариант. Взять эти маркеры, пакетик. И все, и знать уже, допустим, зеленый это троечка. А, красный это троечка. Ну и вот так вот. Как каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Радуга. ЛГБТ там все дела. Вот такие дела, ребята. Chilling time. Как там написано-то? Охлаждающие вибрации. Лофи хип-хоп микс. Битс. Спанч Боб Лофи. Балдеет, кайфует. Кто-то работает. Короче, будем собирать. Ну что, батареечка. Принесли батареечку. Сейчас воткнем. Сюда ее положим. Вот из утепления всего лишь присутствует вот такой вот. Где-то, наверное, 1 миллиметр. Может 2 миллиметра вот такого войлока. В принципе, и больше не надо. Никаких утеплений. Можно тут шумку делать вокруг. В принципе, шумочку. Шумку можно делать, тепло не обязательно, потому что она наоборот больше греется. Боится больше
плюса, чем минуса. Так что если она будет чуть-чуть холодненькая, наоборот, это хорошо. Бывает на аквах, вон там сзади стоят, то что она подмораживается, потому что нету, у аквы нету, короче, второму ряду, ну, пассажирам нету по ногам, чтобы тепло было, поэтому и холодно там. Иногда у аквы надо, наверное, там утеплять. А здесь не обязательно, потому что тут воздуховоды, вот печка всегда идет горячим. Вот тут всегда горячий воздух идет. И вон воздуховод второй. Поэтому здесь из утепления ничего не надо. Просто ложишь сверху, вот так и все. Ну, в принципе, и можно заморочиться. Я бы, в принципе, заморочился, потому что у меня много этой изоляции, виброизоляции. Я, может быть, и положил бы тут матика. Хотя бы кусочками вот сюда вот. А, маты есть здесь, смотрите, ребята. Шумка есть. Ну, ее трудно, наверное, назвать шумкой. Вот такой вибро какой-то тут они нанесли. Зажопились, конечно, но нанесли. Посмотрим. Газ Палас. Газуй уже. А, газыни. Все, хорош глуши. Все четко. Ошибки не горят. По-другому и быть не может. Так, батарея установлена, сидушки поставлены. Осталось только выровнять. Ну, сейчас хозяин выровняет сидушки как надо. Забыли опять продуть. Ну, ничего страшного, в принципе. Можно и так. Сейчас буду разбирать это все дело. Первым делом, конечно, защитные штучки надо положить. Фартуки. О, птичка прилетела. Жирненький воробушек. Упитанный. Ой, улетел. Никогда не поздно сделать шаг в другую сторону. Спроси себя, есть ли от того, что я делаю, радость и легкость в душе? Если нет, значит ищи ошибку.